Вы смотрите «Парламентский вестник», в студии Туяра Харитонова. Здравствуйте. Председатель Госсобрания Ил-Тумен Республики Петр Гоголев на этой неделе работал в Москве, где принял участие в работе круглого стола Совета Федерации о законодательном обеспечении модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года в части развития региональных аэропортов и маршрутов. Спикер якутского парламента Петр Гоголев считает, что масштабная реконструкция аэропорта в Якутии не будет иметь смысла, если не будут пересмотрены государственные подходы к субсидированию внутрирегиональных авиамаршрутов. Он напомнил, что в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрены мероприятия по реконструкции 16 аэропортовых комплексов республики. Он подчеркнул, что наиболее сложные проблемы существуют в арктической зоне, где все пассажирские перевозки осуществляются только воздушным транспортом. По мнению спикера, одним из решений должно стать федеральное участие в субсидировании внутрирегиональных маршрутов, что позволит обеспечить доступность перевозок и сформировать устойчивый пассажиропоток до узловых аэропортов. Отсутствие достаточного количества аэродромов и посадочных площадок, их несоответствие тем требованиям, которые предъявляются. Недостаточность в бюджете средств для того, чтобы субсидировать. Мы сегодня в состоянии оплачивать в части предоставления субсидий менее 10% от потребностей. Хотя предусматриваем серьезные суммы ежегодно в государственном бюджете Республики Саха-Якутия. И на 2020 год обсуждали, что объем средств должен быть не ниже, чем в 2019 году. Вот эти направления, и мы поставили вопрос, нашли отклик в Совете членов Совета Федерации. Он будет, вот наше предложение будет включаться итоговый документ. Ну и еще два направления, которые я поднял сегодня, это при строительстве, реконструкции аэродромов. Да? Что такой заявительный порядок он бы серьезно помог бы при масштабных задачах, которые стоят в Республике Саха-Якутия. Вы знаете, что 16 у нас аэропортовых комплексов в этот комплексный план модернизации включены. Ну и еще одно направление, это когда изменяется проектная документация, и мы не имеем возможности в оперативном порядке добиться того, чтобы работы у нас при внесении изменений в проект они не замедлялись. Надо поднять эти вопросы и включить в итоговый документ и от Минтранса потребовать, чтобы в отношении глав госэкспертизы России соответствующая нормативная документация была создана. Кроме того, Петр Гоголев принял участие на круглом столе по развитию воздушного транспорта в регионах, где обсуждались вопросы совершенствования законодательства по развитию малой авиации, обновления авиапарка, финансирования объектов эксплуатации, безопасности полетов и аэропортов. Без авиации общего назначения сдерживаются многие экономические процессы развития регионов. Люди не получают дополнительных полноценных транспортных услуг. Этот дефицит особо остро ощущается в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Будем настаивать на том, чтобы упростили процедуры, которые существуют в малой авиации, более широкий простор для государственно-частного партнерства. И нужно раскрепостить частную инициативу, чтобы сами собственники воздушных судов, это касается легких и сверхлегких воздушных судов, могли в рамках саморегулируемых организаций регулировать свои вопросы, доступ к рынку. И мы сегодня могли бы здесь без бюджетного обременения, только за счет того, что сможем разбудить частную инициативу, могли бы здесь серьезное движение вперед сделать. В Госсобрании Ил-Тумен Якутии обсудили актуальные вопросы пенсионного обеспечения населения арктических районов и мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера с участием представителей Булунского, Жиганского, Оленёкского улусов по видеосвязи.
Сегодня социальную пенсию по старости получают граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 50 и 55 лет, постоянно проживающие в районах Севера. Под эту категорию по состоянию на 1 января этого года подпадают 62 человека. Средний размер пенсии составляет 8029 рублей. Оленеводам, рыбакам, охотникам, промысловикам пенсия устанавливается мужчинам по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, женщинам по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 20 лет. Размер пенсии индивидуален в зависимости от стажа, заработка, уплаченных взносов, нахождения на иждивении нетрудоспособных граждан. Что касается индексации, с 1 января будущего года пенсия будет проиндексирована на 6,6%. На сегодня количество получателей из числа оленеводов, рыбаков, охотников, промысловиков составляет 375 человек. Средний размер пенсии 19 590 рублей. Малое количество людей получает пенсию с доплатой, потому что вовремя этими предприятиями не зачисляются налоги на пенсию. Увидели поселок Таймылыр, в котором рыбаки, работая всего 2 месяца во время путины, значит, за другие месяцы они как бы отпадают, как будто их в документах нету. Получается, это значит, вопросы, которые должны решаться на муниципальном уровне. Главы муниципальных образований должны тщательно проверять значит, состояние дел у предприятий, чтобы вот такого не было, и люди под старость не попадали в такие неприятные ситуации, когда идут оформлять пенсию, а там ничего нет. Вот поэтому вопрос очень серьезный. И мы надеемся совместно с правительством разработать перечень мероприятий, начиная от включения в федеральный перечень профессий, которые должны подпасть вот под эту категорию, рыбаков и охотников. Только оленеводы и чумработники попали в эту категорию. Народные депутаты Якутии на очередном пленарном заседании приняли в окончательном чтении республиканский закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию, а также изменения в закон об ответственном родительстве. Чтобы обсудить эти вопросы, сегодня в студию мы пригласили председателя профильного комитета Илтумен Алену Николаевну Атласову. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Разработка законопроекта очень актуальна, и в свете явной популярности, так скажем, использования несовершеннолетними кальянов. В чем суть этого закона и какие конкретно будут приняты меры? Поскольку рынок традиционного табака, он расширяется, и совершенно новые виды появляются, в том числе и вот то, что вы сказали, кальянные, то, конечно, это никак пока не ограничено федеральным законом. Соответственно, регионы сами принимают свои законы, и на прошлой сессии народными депутатами единогласно был поддержан тот законопроект, и он принят в первом, во втором и окончательном чтении об ограничении. Соответственно, сейчас дети до 18 лет ограничены в том, чтобы ходить в кальянные. Насколько принятие закона поменяет ситуацию? Вот вы как считаете? После принятия этого закона по прошествии 10 дней, то есть уже они могут отказать и попросить паспорт, либо делать так, чтобы вот дети не ходили в такие места, где продают и курят кальян. Остановимся на вопросе об ограничении вейпов. То, что касается электронной системы доставки никотина и жидкости, для них тоже этот законопроект был принят в первом чтении. Сейчас вот до 20 ноября мы принимали поправки, и отрадно, что мы получили очень хороший резонанс в обществе, поскольку родительское сообщество поддерживает нас и по отношению к кальянов, и по отношению электронных систем доставки никотина, поскольку это, конечно, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения,
все-таки очень пагубно влияет на здоровье человека. А что касается наших детей, конечно, в первую очередь мы, взрослые, должны позаботиться о их здоровье и сделать ограничения, чтобы дети наши не поддавались вот такому пагубному влиянию. Подвести под антитабачный закон все-таки удастся, да, ввести какие-то определенные ограничения? Это обсуждается на федеральном уровне достаточно давно, но поскольку, вот, как я сказала, рынок каждым разом развивается, появляются совершенно новые виды, и практически законодательство за этим не поспевает. Но очень важно, что в ряде регионов, в том числе вот и у нас, в Республике Саха-Якутия, такие законы приняты, соответственно, это говорит о том, что все-таки необходим федеральный закон. Он мог бы регулировать по всей России, соответственно, для всех бы были одинаковые правила. Благодарим, Алена Николаевна, за подробное интервью, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Мы вместе с вами также надеемся на положительный эффект от принятия данных законов. В Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского на этой неделе состоялось открытие декады Олонхо. В рамках открытия декады была представлена выставка сказителей земли Олонхо с экспозициями о визуальном воплощении Олонхо средствами профессионального театра, книг о жизни и творчестве олонхосутов, а также выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Марии Ионовой Андросовой, 150-летию со дня рождения Иннокентия Тимофеева Теплоухова, 90-летию Петра Решетникова Кёне Бетер. В торжественном открытии декады принял участие первый вице-спикер Якутского парламента, председатель Национального комитета по организации и проведению десятилетия Олонхо Александр Жирков. Он отметил, что благодаря бережному отношению предков к Олонхо великое произведение дошло до наших дней. Результатом совместной работы членов Ассоциации Олонхо, руководства республики, Национального комитета ЮНЕСКО, ученых, деятелей культуры и искусства стало признание якутского Олонхо устным нематериальным шедевром человечества. В рамках декады впервые в Якутии проводится диктант Олонхо. Подписано распоряжение о проведении республиканского национального праздника Эсэх Олонхо до 2024 года. В следующем году он пройдет в Алекминском районе. Александр Жирков поздравил исследователей и специалистов по изучению эпоса жителей Якутии с Днем Олонхо и с открытием декады, а также вручил национальную премию в области сохранения и распространения эпического наследия. Вы смотрели «Парламентский вестник». Всего доброго!